Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в мастерской у Ольги Золотаревой. Ольга у нас является мастером по художественному металлу. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, Ольга, как давно вы занимаетесь вот этим делом? Потому что вот как заходишь, смотришь на ваш рабочий стол, на ваш рабочий уголок, кажется вот без вас, что здесь, наверное, работает мужчина, да? Мужчина, мы привыкли, что мужчины у нас мастера, да, по мамонтовой кости, да, они работают с металлом чаще всего, ну, с такой пыльной, грязной работой, можно сказать, да. А тут перед нами сидит очень ухоженная, очаровательная женщина. Спасибо. Расскажите, как вы пришли, почему в это направление? Вот я почти всю жизнь проработала бухгалтером, ревизором, более 30 лет, потом уже в довольно зрелом возрасте я закончила курсы переквалификации в Якутском художественном училище по курсу «Художественная обработка металла». И вот сразу, наверное, во время, вот когда училась, я начала делать какие-то вещи, и они уже начали пользоваться успехом. Люди стали заказывать, я уже полностью стала заниматься только этим делом, ушла с работы, и вот года 3, как я только этим занимаюсь. Да. Ну, мы вот видим на фоне, да, вашей работы, в основном вы делаете украшения, да, я так понимаю? Да, украшения и атрибутику. Вот шумовые инструменты, древние якутские инструменты, джага и всякие. Мне много заказывают такие вещи. И каково вообще работать с таким металлом, как латунь? Насколько вот он капризный, сложно ли? Ну, какие сложности есть? Ну, это не самая легкая работа для женщин особенно. Вот, требуется какая-то сила физическая, и не только физическая сила, но и какое-то бесстрашие тоже. Не надо бояться огня. Вот, ремесло довольно такое травматичное. Вот, острые предметы, там большие молотки, кувалды могут быть, пилки. И много работы. Очень много инструментов, да, наверное? Да, очень много, да. Влаживаться надо, да, инструменты, и материал тоже не дешевый. И дорожает с каждым разом. Ольга, а как рождается ваше произведение, ваша работа, с чего она начинается? В основном я работаю по индивидуальным заказам. Когда вот человек заказывает мне что-нибудь, ну, какую-то вещь, я обычно как-то стараюсь побольше о нем узнать, что ему нравится, знакомиться, да? Какие его предпочтения, вот даже вот кто были его предки, если он знает, вот еще какие вот животные любимые, вот растения, какое его любимое занятие, и вот только в таком общении вот что-то такое может родиться такое, которое подойдет именно вот этому человеку. Потом я рисую эскиз, идет согласование, потом начинаю делать. Ну и сегодня вы нам что-то вот продемонстрируете, да, какие-то основные моменты процесса вашей работы, да? Да. Мы сегодня сделаем гривну такую ложно-витую, которая раньше якутские мастера вот такие делали, и такие, ну, наподобие, да, будем делать, подобие таких гривен, которые есть в музее. Ложно-витая гривна, ну, это как современный, и вот такой маленький кулончик, который, и цепи будем делать. Потому что, ну, то, что можно сделать на мастер-классе, ну, более такое. А к вам приходят на мастер-классы, да? Ну, это очень сложно, как-то редко, да. Это мастер-классы, они такие, по этому ремеслу, да, надо делать так, чтобы человек мог влаживаться потом. Некоторые думают, что вот я приду на мастер-класс и дальше буду сама уже заниматься. А на самом деле это надо вот постоянно работать, очень много влаживаться вот материально. То есть приобретать. Да, приобретать без инструментов
это невозможно. Ничего не получится. Ага. И основные вот инструменты здесь в нашем городе не продаются. Это надо заказывать, привозить. Ага. Так. Мы берем вот такой пруд латунный и будем его нагревать и гнуть. Короче. Сейчас мы его докрасно раскалим на огне и потом сделаем, ну, придадим форму и сделаем насечки, чтобы получилась такая ложно-витая гривна. Так. Так, нагреваем равномерно, вот, чтобы по всей поверхности она нагрелась вот так докрасно, равномерно. Это так вот небезопасно же, да? Да. Ага. Бывали ли у вас случаи, когда вот Да, что-то... было, да. Баллон может взорваться, Ага. если так. Если плохо работает баллон, то сразу надо прекращать работу. Не баллон, а горелка. Потом ждем остывания. Потом мы рисуем эскиз такой простой. В виде, у нас кулон будет в виде цветка, да? Вот так. Рисуем. Допустим, так. Рисуем и делаем вот такие для висюлек. Такие. Потом этот рисунок режем. Режем ровно по краю. Не точно по краю, а немножко так оставляем место. С отступом, да, немного? Да. И приклеиваем на металл. У нас металл такой 1 миллиметр толщиной. Туда приклеиваем. Клеим. Так. Примерно так. Да, вот этот кусочек. Ну, чтобы нам не такой большой этот пилить, да, кусок металла, а клянкой, таким молотком, да, мы исправляем вот эти. Выравниваете, Выравниваем, да? Поверхность, чтобы было удобно пилить. Берем лобзик и начинаем пилить. Все. Так Вот мы вот уже получилось, вырезали, да, такой цветочек. Потом набор машинку устанавливаем фрезу. Вот берем наш цветок, потом делаем вот такие. Потом края тоже немножко убираем, чтобы была такая обтекаемая форма. Ну, вот так у нас получилось, да? Потом будем придавать форму. Пойдем к этому инструментам. В работе мы используем не только вот специальные инструменты, да, как такие, а вот всякие вот разные такие заглушки, там, ну, со строительного рынка, там, или со всякого там, даже автозапчасти можно, да, найти такие. То, что в быту можно, да, для удобства. Ага. Так, и... Так. Большой молоток.
Еще я люблю вот такие инструменты советские. Они такие тяжелые и очень хороший сплав. Сейчас такие не делают. Надежные, да? Надежные, да. Вот цветок у нас уже обретает такую форму, такую. Еще сюда. Округленную, да? Такие округлости бьем. Вот как-то так, да, пока. Потом вот инструментом тоже вот загибаем обратно вот такие лепесточки. Вот, Вот так. Потом еще немножко углубляем наши бороздки. Вот так. Сейчас будем полировать. Для этого поменяем насадку, заранее приготовленную. Края тоже вот так обрабатываем. Главное, чтобы вот вещь должна быть тактильно очень приятной. Такой. Нигде не колоть. У нас уже готов кулончик. Мы его отполировали, отшлифовали. Сзади припаяли вот такой крючочек. Вот. Теперь приступаем к гривне. Вот так мы немножко вот так загибаем, чтобы нам легче было придать круглую, закругленную форму. Придать вот этой форме, да, еще большую такую твердость. Поэтому надо постучать металлом по металлу. Отложим в сторону. И тут тоже придаем плоскую форму. Ну, вы даете. Ну, уже наша форма как бы готова. Сейчас мы будем делать насечки. Так, мы устанавливаем фрезу и начинаем делать насечки. Сначала делаем вот тут вот эти края потоньше, чтобы потом удобнее было сделать такие отверстия для продевания цепочек. Потом уже вот так наискосок начинаем делать такие бороздки. Ну, с этой стороны, наверное, удобно. И в итоге мы получаем вот такой вот, да? Вот такой, результат такой получается. Он такой не тоненький, не хлипкий, а такой довольно такой. А как вот эскиз у вас родился вот именно вот этого Цветочка? украшения, вот этого колье, скажем? Колье? Ага. Ну, это то, что вот на мастер-классе такие завитушки, очень сложные узоры, это нереально за один день закончить это все. Но обычно мастер-класс, если вот готовое изделие, он длится 2 дня или 3 дня даже. В прошлом году я делала вот такие мастер-классы. Это как появилась именно идея вот Идея? такое создать? Такое, украшение? ну, это очень простое. Вот для того, чтобы спилить быстро, придать форму и
Но придумали Да. сами, получается, Да. все, да? Ну, Ага. тут это не сложно А. на самом деле. Ну, для кого-то не сложно, для кого-то сложно, наверное. Да. А вообще, ну, чем вдохновляетесь? Какими-то старинными, да? Обычно, да, я люблю ходить по Книги, музеям. музеи. Я очень долго работала, вот более 10 лет я работала ревизором и объездила все УЛУС. Наверное, я посмотрела все музеи, да, где вот есть хорошие. И я большой любитель, да, посещать такие всякие выставки, музеи вот именно старинные. И очень люблю вот природу нашу якутскую. Люблю делать животных, лошади, вот любимая тема, стерхи, ну, орлы, птицы, вот, цветы вот люблю. Ну, а классику я как-то не очень, потому что очень много же делают, вот и много ювелирных заводов, допустим, все делают. И я не буду изобретать велосипед, если буду делать тоже классику. Потому что придумать такое авторское, да, это всегда интересно. А сейчас мы приготовим проволоку для создания цепочек. Для этого мы проведем через вальцы готовую латунную проволоку, чтобы придать проволоке плоскую форму. Это первый способ. А есть еще такой простой, если нету вальцов, то можно молоточком так. Пройтись молоточком. Наша проволока готова, поэтому мы немножко очищаем ее такой губкой. Вот такая продается. Руками пока очищаем. Есть такой кольцеобразователь специальный. Продается вот в магазине для ювелиров. И мы начинаем делать такие колечки. Так, крутим. Вот такая у нас получилась, как пружинка, да? А потом берем и режем ровно по линии. И у нас получаются такие ровные колечки. Уже несколько штук получается. Да, сразу, за раз. Удобненько. Потом делаем такие восьмерки. Восьмерки делаем так. Берем хорошие круглогубцы. Такие. Вот так сделали, да, прокрутили, потом делаем такой обратный резкий ход. И обратно вот так. Потом режем. У нас получается восьмерка. Потому что вот во всех якутских украшениях, да, вот соединительные вот эти звенья, они все такие вот плоские и не такие круглые, просто проволоки, да, а если так приглядеться. Такие восьмерки сделаем. Так они потом проволока, она как-то становится тверже и более надежно держит эту тяжелую конструкцию. Можно вот из проволоки делать разные вот виды цепочек. Вариантов много. Да. Еще можно вот сделать такие, как, ну, допустим, я всегда делаю вот так. Это очень быстрая цепочка. По 4 сантиметра. Режем. Закрутили. Тоже обратный это делаем, обратное движение. И с одной стороны. Вот такие у нас получаются звенья. И с этими с кружочками они будут смотреться так. Но это очень быстро, так экономично и ну, и необычно как-то и неплохо смотрится, да. Как-то совсем уже другой. Сейчас мы соединяем все это. Вот такая
флацинка есть, она специально для этих, для цепочек. Удобная. Все это закрываем. Стараемся, чтобы нигде вот не торчали края вот этих проволоки. А какое вот на вашем опыте самое, может быть, самая сложная работа была? Самое сложное, да? Вот года 2 назад я всегда делала только авторское по первости. А потом ко мне обратилась девушка, заказчица, и она изъявила желание сделать просто гривну. Она пришла, и тут мы с ней так хорошо разговорились, пообщались, и потом решили сделать келин-кивер. Я же никогда не делала этого, и даже не думала, что я буду когда-то делать традиционно. Вот мы с ней полгода делали. Вот оно висит. Вот этих штук, их 100 с лишним. Вот этих. И мы все это руками выпиливали. Как все это кропотливо, да? Это было Труд такой. Тяжелый труд. И как-то вот все мелкое такое, очень много. Вот это тяжело. Вообще вот традиционное, да, это лучше делать, отливать, а не... Ну, руками тоже можно делать. Ну, вот как я работаю, да, но это очень долго. И очень затратно по времени и трудоемко очень. Да. И энергозатратно. Да, тоже, очень. да? Ага. Полгода делали, получается. Полгода, Ничего себе. Ну, не каждый день. Ну, так, в месяц, так, раза 2. Или если когда у меня выдавалось свободное время, я сама тоже сидела. Ну, для интереса, мне же тоже интересно, как это будет. Попробовать. Ну, потом в том году я несколько раз делала, да, келин-кивер заказчикам. А так, самое сложное что? Ну, вот, самое сложное, наверное, вот этот инструмент, который висит. Очень много. Это что за инструмент? Это джага, вот ирек джага называется. Шумовой музыкальный инструмент. А он как вот так, да? Да. Очень много надо, да, силы требует. Стучать и очень много огня. А так все, висюльки там, все это несложно. Вот как вот это все паять, да, такую большую конструкцию. Да. Это сложно, да. Сейчас мы будем очищать нашу цепочку. Хорошенько обрабатываем вот эти края проволоки, чтобы нигде не было этих колючек. Собрали нашу цепь, обработали бормашинкой. Сейчас будем обрабатывать на шлиф-моторе, чтобы был блеск и все было такое гладкое. Мы собираем все детали в одно целое. Это приятный момент собирать? Вот что самое такое приятное в процессе? Самое приятное, ну для кого что, я, например, я люблю выпиливать и так обрабатывать напильником, придавать, делать объем, вот первоначальное, и посмотреть, что получается. Остальное как-то и собирать люблю, да. Самый такой момент. Да, торжественный, даже можно сказать, торжество. Но всегда совпадает ваша идея, задумка с тем, что выходит в результате? Ну, почти, да. Да. Чаще всего довольна? Чаще всего я довольна, да. И я люблю вот такое делать, то, что никогда не делала. Каждый раз. Это сложно, но очень интересно. И так вот приходит опыт, я думаю. Ну, вы, наверное, каждый раз что-то новое делаете, да? Да, постоянно, да. А чаще всего вот люди приходят с какими идеями? Чаще есть такое какое-то распространенное? Это в последнее время вот мне заказывают вот эти шумовые инструменты. Вот, например. В виде посоха. И впервые вот сделала, вот на днях закончила.
бир. Как раз люди к цеху, да, готовятся. Ну, это очень долго, долго делать, да. Так. И надо вот всецело отдаться этому делу, чтобы, да. Ну, вы каждый день? Каждый да? день. Я работаю, да, каждый работаете. день и до поздней, почти до поздней До ночи. поздно. И в итоге у нас получилось вот Какая такая. красота, очень Ну, красиво. маленький, скромненький такой. Украшение, колье, подснежник, как будто. Очень красиво. А вот я вижу, у вас кольцо там лежит, да? Да. Это у вас еще не законченная работа? Не законченная, Очень вот интересная сегодня, да. тоже. Ну вот оно Такой. будет в комплекте с этим. А, С колье. даже так, Это да? как будто бы подснежник, так, вид сбоку, а это вид сверху. Да, Вот классно. такие. Очень, Да, я очень долго паяла вчера вот эти очень тучинки. красиво. Ольга, ну что ж, вам огромное спасибо за такой интересный, очень для меня непривычный, да, мастер-класс. Я впервые вижу, правда, лично сама, как женщина, девушка работает с такой достаточно, занимается такой нелегкой работой, да, которая требует, как вы сами сказали, энергозатрат, вообще энергии, времени, сил, да, причем физической силы очень много. Мы здесь, вот, я думаю, телезрители наши тоже убедились в этом. И я бы хотела вам пожелать благ и процветания в этом деле, которое вы действительно выбрали по душе, и это чувствуется. И удачи вам в дальнейшем. Что бы вы хотели пожелать, может быть, нашим телезрителям? Я наших телезрителей поздравляю с наступлением лета. Наряжайтесь, сияйте, восхищайте собой окружающий мир. Еще раз спасибо и до новых встреч, наверное, да? Ага. Ну, я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале и увидимся в следующих выпусках.